Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о резонансном преступлении в Челнах. Мужчина убил своего коллегу, после чего изнасиловал его жену. Просто видел я в сопровождении росгвардейцев. Баночку пива держала в руках. В Дербышках в подъезде дома соседи обнаружили тело незнакомого им мужчины. Ну, здесь есть, конечно, одна семья, не ахти благополучная. Его убили горлышком от разбитой бутылки. А также последствия пьяной езды. Ну давай я станцую. Тут сейчас. Лена, наручники давай. Сразу несколько нетрезвых водителей устроили крупные аварии. А вы же знаете, что это бывает? Вы же не первый раз за рулем. Все, смерть. Это и не только. Прямо сейчас. Убил коллегу по работе, изнасиловал его супругу и совершил действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. 3 страшных преступления, совершенные одним человеком в одной квартире, вызвали общественный резонанс в Набережных Челнах. Кровавая драма разыгралась в одном из домов 56-го комплекса. Подробности у Айрата Назипова. Окровавленный ковер перед входом в дом и черные следы в подъезде – последствия страшного преступления. Драма разыгралась ночью. 2 приятеля, коллеги по работе, выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость 1,5 десятка раз ударил 38-летнего хозяина дома ножом в области шеи, груди и спины. Когда тот скончался, злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где спала супруга потерпевшего, после чего изнасиловал ее и скрылся. После этого, согласно данным прокуратуры, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери, изнасилованной 35-летней женщиной. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Антонида Маркова. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Расследование взято на контроль в прокуратуре. По словам соседей, у пострадавшей женщины 2 дочери, но никто из местных жителей криков ночью не слышал. О том, что произошла трагедия, узнали только после того, как к дому подъехали представители всех оперативных служб. Мать девочек видели утром. Просто видел я в сопровождении росгвардейцев. Баночку пива держала в руках. Что сможет услышать человек, живущий на 4-м этаже? Я у себя на 4-м этаже даже не слышу, когда стучат, просто если не звонят. Ориентировка на подозреваемого была разослана во все оперативные службы. Сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего уроженца Заинского района. Они заметили похожего приметного парня. В момент задержания он был нетрезв. Предполагаемого убийцу и насильника уже опознала супруга убитого мужчины. Айрат Назипов, «Вызов 112». Тело мужчины обнаружили сегодня жители одного из домов на улице Мира в Дербышках. Прибывшие на место полицейские усмотрели криминальный характер гибели человека. Как предположили следователи, его закололи горлышком от разбитой бутылки и оставили умирать на лестничной клетке. С места преступления Нафиса Минязова. Тело мужчины обнаружили соседи только утром, после чего они вызвали сюда полицейских. Сейчас на месте преступления работают эксперты и следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. В подъезд никого не впускают и даже не выпускают местных жителей. На место преступления прибыли эксперты и кинологи с собакой. Ищут горлышко от стеклянной бутылки, которым предположительно и убили мужчину. Женщина, проживающая в этом подъезде, считает, что трагедия произошла примерно в 10 часов вечера. Я кино смотрела, сидела. Ну и слышала разборки какие-то, но выглядывают, не выглядывают. До утра, видимо, в подъезд никто не выходил. Убитого жители дома не опознали. Позже соседи предположили, где могла начаться вся эта криминальная история. Ну, здесь есть, конечно, одна семья, не ахти благополучная. Выяснилось, что в этой самой квартире мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент, по предварительной версии следователей, между ними произошла ссора. И один из них решил расправиться со своим собутыльником. Вывел его в подъезд, разбил стеклянную бутылку из-под алкоголя и начал наносить удары. Тот скончался на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Казани. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Нафиса Минязова, Данил Филатов, «Вызов 112».
Забил до смерти свою сожительницу табуреткой. В Советском районном суде началось слушание дела о жестоком убийстве. Трагедия произошла в июне этого года в Дербышках. На скамье подсудимых 61-летний мужчина. Сегодня опросили потерпевшего. Им признан брат погибшей свидетеля и самого подсудимого. Он рассказал, что убивать 60-летнюю женщину не хотел. Она вывела его из себя постоянными пьянками и воровством денег. Как установили следователи, выпивали они вместе. Пара не сожительствовала. Мужчина утверждал, что просто приютил ее, так как ей негде было жить. Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков между сожителями возник конфликт, в результате которого мужчина деревянной ножкой от табуретки нанес женщине удары по жизненно важным органам – голове и телу. Один человек пострадал по вине пьяного автомобилиста на улице Восстания. По данным госавтоинспекции, 54-летний нетрезвый водитель Hyundai Getz выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Опель», за рулем которого был 28-летний гость Казани, житель Пермского края. Его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Как объяснил произошедшее предполагаемый виновник ДТП, расскажет Айгуль Бадрудинова. Да что я мне ТНБ снимаю. То, что по его вине пострадал человек, мужчина или не понимал, или не хотел понимать. У него имелись все признаки алкогольного опьянения. Это и несвязная речь, и неуверенная походка, а также характерный запах алкоголя. Сам он, впрочем, после долгого молчания все же сказал пару слов. Я сидел за рулем, я был пьяный. Никому не рекомендую в этом деле сидеть. Что отмечали? Праздник, может, несчастье? Что случилось? Что бы ни случилось, была плохая жизнь. А сейчас как? Сейчас еще хуже. А вы же знаете, что за это бывает? Вы же не первый раз за рулем. Все, смерть мне. По предварительным данным, 54-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в левый бок «Опеля», который после удара выбросило с дороги. Сидевшему за его рулем 28-летнему жителю Пермского края понадобилась госпитализация. А какие травмы у него? Что с ним? И хотя всем было понятно состояние предполагаемого виновника ДТП, ему предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Мужчина согласился, но при этом он провалил стандартную процедуру. Ну уже взрослый человек, как ребенок сидите, поболее воздух наберите. Дуй, 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 дуй. Последний раз делаем, если не получается, отказ. Многочисленные попытки справиться с алкотестером не увенчались успехом, и мужчина отправился на медосвидетельствование в больницу, но там сдать анализы он не решился. Впрочем, отказ от прохождения теста не спасет его от ответственности. За езду в пьяном виде мужчине грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Вероятно, что и все понесенные из аварии расходы его страховая компания возложит на него самого. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Нетрезвый водитель «Фольксвагена Поло» устроил крупную аварию на улице Большая Крыловка. Мужчина протаранил стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора иномарки и вылетел в металлическое ограждение. С места происшествия репортаж Нафиса Минязовой. Стукнулась, и шок был. Пассажирка Рено Дастер, который принял на себя основной удар, от госпитализации отказалась, хотя и жаловалась на боли в голове. После столкновения с «Фольксвагеном» Рено отбросила вперед на Hyundai Solaris. Надпись на рамке номера оказалась пророческой. Вот это как бы полик за рулем, там человек такой неадекватный. Он сначала въезжает в этот Дастер, вот видите, сложилась машина. И эта машина уже отлетает в этот Солярис белый. После того, как Volkswagen протаранил две иномарки, его отбрасывает на железное ограждение. Здесь же находится пешеходный переход, и благо людей на нем не было, иначе пострадавших могло бы быть куда больше. То, что мужчина, управлявший «Фольксвагеном», был нетрезв, было видно невооруженным глазом. Он вел себя неадекватно. Ну давай, я станцую. Наручники давай. Однако сам мужчина наличие алкоголя в организме отрицал. Вы пивали сегодня? Кофе? Кофе? А алкоголь выпивали? Нет. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Водительского удостоверения у него нет. Прав его лишили как раз за езду в пьяном виде. Какую ответственность понесет мужчина, теперь будет решать суд. Автомобиль также не его. Volkswagen принадлежит его отцу. Возможно, теперь и ему предстоит ответить за передачу управления лицу, не имеющему права садиться за руль. Нафиса Минязова, Данил Филатов, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.